Вопрос, который был обсужден в рамках заседания парламентской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы Абхазии, был поднят еще на прошлой неделе. И касается он выдачи общегражданских паспортов репатриантов, в частности, точного количества выданных документов. Вопрос также касался и взаимодействия между Министерством по репатриации и Министерством внутренних дел в целях ускорения самого процесса выдачи паспортов. На прошлом заседании комиссии было принято решение о том, чтобы к 24 числу получить точные данные выдачи паспортов в Турцию, нашим репатриантам в Сирию, если выдавались паспорта, и на Северный Кавказ. То есть возник вопрос о взаимодействии между вашим ведомством и МВД, чтобы ускорить этот процесс. Если возможно, чтобы этот процесс к 24 числу был закончен. 1203 человека. Таково общее число граждан, чьи документы были подготовлены и представлены Министерством по репатриации для получения абхазского паспорта за трехлетний период. А именно Турция 343, Сирия 196, Иордания 256 и Российская Федерация 408 паспорта. На сегодняшний день в Министерстве обрабатывают 17 новых дел по выдаче общегражданских паспортов. С 2006 года по 2016 год зарегистрировано 5451 человек. То есть это паспорта старого образца, так называемые. Теперь Турция 1906, Сирия 383, Иордания 58, Российская Федерация 2780. После представленных данных комиссия приступила к обсуждению выявленных во время проверки нарушений работы паспортно-визовой службы. Были приведены конкретные примеры. На протяжении 8 месяцев депутатская комиссия разбирается в законности выдачи внутренних общегражданских паспортов Абхазии супругам Чолария и Шония, сыновья которых воевали в рядах грузинской гвардии против Республики Абхазия. И один из них был тяжело ранен. В результате проверки выявлено, что одним из факторов, послуживших незаконной выдаче этим гражданам паспортов, стала справка с места проживания этих граждан, выданная администрацией села Первая Бедия. В конце 2018 года эти вопросы были поставлены. Почему по этому поводу не была проведена проверка? Тем более есть письмо от начальника районного отдела службы госбезопасности, где четко написано, что их дети воевали против нас, и один из них был ранен. Но в случае таком, как вы говорите, что было выявлено, что его сыновья там являются участниками, все, мы такую бумагу с СГБ не получили. Лично я ее не видел. Если было бы мы бы на нее отреагировали однозначно. То есть были бы проведены дополнительные проверки уже непосредственно паспортным подразделением с выездом даже наших сотрудников для выявления факта этого. На заседание парламентской комиссии был приглашен экс-вице-президент Виталий Габни. Участниками комиссии также были представлены документы, на основании которых Виталием Габни якобы незаконно были продлены паспорта гражданина Абхазии. По мнению членов комиссии, подпись экс-вице-президента под данными документами поддельна. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру с реагированием на это. И свои выводы также изложим на ближайшей сессии, то, что происходило. Почему я спрашивал, до какого времени вы были? Потому что это было недавно. И они открыто нам говорят, что за это платились денежные средства. И плюс у нас возникли вопросы визуального характера. Мы не эксперты. То, что ваша резолюция была явно ксерокопирована на чистый лист бумаги. То есть мы не эксперты, это тоже мы попросим сделать. После того, как экс-вице-президент Виталий Габни частично был ознакомлен со всеми собранными материалами, он заявил о том, что готов сотрудничать с комиссией, чтобы разобраться в данном вопросе. Прямо откровенно, чтобы с подделками были моих подписей, я никогда с этим не сталкивался. Тогда были какие-то другие моменты. Сегодня изощрились уже до чего-то еще. Но я заинтересован в том, чтобы вы дали этому официальный ход, поскольку так или иначе через ксерокопию моя стоит подпись, и я тоже, в общем, заинтересован в правде.
Со своей стороны подниму наш журнал приема и учета, и мы проверим, есть ли в нашем регистре вхождение этих документов. По итогам проведенной проверки комиссия считает неудовлетворительной работу паспортно-визовой службы страны. Все отработанные и собранные материалы будут отправлены в соответствующие органы. И на следующем заседании все материалы будут представлены и общественности. Рената Шакай, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.